Всем привет, ребята. Получается сегодня, если не ошибаюсь, 13 число. 13 октября. Только что проснулся, время 5 часов 40 минут. Но я вставал 4:30, затопил печку. У него чайник журчит там. Надеюсь, слышно. Одним словом, 12 часов я проспал. Много или мало, не знаю, но я выспался действительно. Вчера вот после ужина, это после 5, но после еще 6 часов не было, я лег и сразу вырубился, моментально. И вот, знаете, вот, ну, примерно с 3 часов более-менее как-то начинал там просыпаться туда-сюда, но спал, конкретно спал. И до сих пор я бы еще повалялся, но надо собрать вещи и сходить на охоту. Сегодня очередной выход в тайгу. Смотрим, тайга что-то даст нам или же кого-то увидим или нет. Как и говорил вчера, сходим подальше от избы. И знаете, вот соседний охотник в той стороне, ну, где следующая изба будет, в той стороне, мы созвонились с ним, и да, когда я дома был, поговорили, и он говорит, там медведица очень крупная, с 2 медвежатами в той стороне. Но все равно каждый год я туда ходил, и в этом году также схожу. Были встречи там с медведями, и снимал даже один раз крупного медведя, который сидел там. Очень страшно было тоже. Первый раз встреча с медведем такая была вот на охоте. Но это не опасная встреча была, а вот та встреча, которая вот просто мировая встреча тоже. Друг друга смотрели, меня трясло, я менял дробовой патрон на пулю. Это было что-то с чем-то. Ну вот, в той стороне снова медведица даже. Очень, говорит, крупная. По следам, он где вот с реки до его избы 3 километра, и он ходит пешком с реки. Вот это расстояние до избы. И говорит, по моему следу они поднялись в сторону избы. Такие дела. Но поздняя осень, надеемся, что... Вообще, будем надеяться, что никакой встречи с медведями не будет. Не хочу я с ними связываться. Даже и карабин с собой сейчас у меня нету. Лицензии нету. И никакой охоты на медведя не будет. И даже не хочу думать об этом. Ладно, сейчас я буду собираться, холодок небольшой. Как начну говорить про медведя, вот многие считают себя супер-пупер охотниками, там, не боятся медведя, но когда ты в лоб встречаешься с ними, ты про все забываешь, и тебе становится страшно, реально страшно. Что бы мне ни говорили, что бы мне ни писали, но это реальность, и ни одна встреча с ним уже у меня была, и никак привыкнуть не могу. Была встреча и на рыбалке с удочкой в руках. Возле меня там 5 медведей пробежали. Вот. Но это, знаете, страшно. Пусть стороной идут. Мы свою добычу ищем. Мы не медведя будем искать. Ну, что я обычно беру с собой? Вот сейчас вкратце покажу. Термос. Ну, для съемки вот Sony буду брать. Тут на день у меня хлеб, яйцо и сыр. В принципе, мне хватит. Powerbank для съемки, патроны и даже не еще тут. Да, и тут еще
2 по половине пачки. Ну, пачка еще тут будет. Штук 50 патронов пускай будет. Они не такие тяжелые. Навигатор обязательно. Вот. Ну и еще для гладкоствольного. Это пуля Полева. И вот такие пули. Спрашивается, почему только пули берешь? Для боровой птицы, для, скажем, куницы. Но куницы чуть-чуть рановато еще, не дозрели еще. Но вот мелкашки хватит. В лед не стреляю, уток нету. А пули один в ствол. Это ради безопасности обязательно. Желательно картечь нужен, но у меня только пули вот. Пуля. И эти пули в разные карманы я ложу. Не в куче где-то в патронтаже, в тугом патронтаже. А именно вот разные карманы. Чтобы под рукой было. Я любой рукой в любой карман залез, и там оказалась пуля, если в спешке там. Всегда надо так делать. Не надо там крутые патронташи покупать, там еще, чтобы... Ну, вот у меня шит патронтаж сейчас вот где-то вот тут. Ну, это на уток. Вот смотрите, как торчит. И если вдруг тебе очень срочно понадобится вытащить патрон, смотрите, в спешке ты никогда не вытащишь. Но это неправильный патронтаж у меня. Ну, на уток хожу, это в принципе, там спешки у меня такого особого и нет. А если ты на кого-то охотишься из крупных зверей или животных, у тебя должны быть патроны под рукой. Это значит в любом кармане, в любом. И думаю, еще больше надо. Скажем, в одном кармане 2 пули, в втором, третьем. 4 кармана. 4, во всех должны быть пули. Пули или дробовые, если на уток желаете охотиться. Вот. А тугой патронтаж это херня. Вот. Ну, это все беру я ради безопасности. Больше, в принципе, не надо. Вот такие дела. Так. Ну что, бойцы готовы? Да. Тихо, Тулан. Вот. Смотри, какое эхо сегодня. Эхо вообще. Но ветер на улице. Лес шумит. Штормит сегодня, между прочим, на вырубках еще ветренее. Ай да спокойно себя ведет. Этот шумит. Узкоглазый. Сейчас пойдем, найди, полай. Это твоя задача в тайге лаять, а не на поводу. Думаю, еще может и дожди начнутся. Может сегодня, завтра. Ладно, я собираюсь и уже в путь будем выходить в тайгу. Да? Ну и банда. А? Сейчас успокойте. Ну-ка, Тула, успокойте. Успокойте. Ну, айда, пука. Энли. Жирная айда наша. Все, давай. Искать. Искать, ходить. Находить. Пошли, вон. Вперед, вперед. Вперед и с музыкой.
Вперед, вон. Вон. Опа. Так. Лосики изгрызли. Вот это паутина тут. Вон один, вон. Между прочим, плащом пахнет тут. Чувствую я его. Да, воняет, блин. Ну вот, здесь более-менее. Мне как-то писали, ну недавно еще писали, что у Олега солонец. Вот эту хуйню, этот солонец, я делал тут. Вон соль еще. Соленая вода, блядь. Ух, вот это соль, да, действительно. Фу. Короче, вон как стекает все это дело. Ну, надо на осину в основном сделать. К этой конструкции ни разу за 2 или 3 года уже ему. 3 года. Вон, смотрите. Буквально от солонца 10 метров. Тут уже лоси живут, кормятся. А к этой конструкции не подходили. И я забросил это дело. Вон, видели? Буквально тут. Вот. Этой осенью еще тут бодался вот этот лось. Вон солонец, а вот лось. Хрен туда подойдет. Не нужен мне этот солонец, не буду я больше делать. Или если сделать, надо обычное дерево свалить. Туда соль закинуть и все. Ладно, не будем мешкать, надо на осиновый бор. Еще где-то примерно час-полторы нам идти. Только в одну сторону, к этому бору, к этим вырубкам. Очень далеко. Вот сейчас я перешел в ручей, и этот ручей выпадает на озеро. И знаете, я помните, кофейного цвета ручей говорил. Озеро-то есть. Кока-кола еще назвали мы с Денисом. Ну вот это и есть. С этого ручья все и дело идет. Потом впадая в второй ручей. Сейчас дальше пойдем там тропинку еще лишего посмотрим. Так и назвал я его, потому что я не понял, что за тропинка. Надо
глянуть еще раз, расширяется тропинка или же все так же осталось. Тулан, не знаю, куда-то убежал. Ну, Айда только рядом со мной. Где-то вроде рябчик я услышал. Там уже прилетел. С Айдой, конечно, не повоюешь, но попробовать можно. Рябчик-то летит, но Айда со мной. Блять. С собаками не повоюешь, блин. Айда. Тулан еще. Ой. Ты откуда появился? Не пойду. Бесполезно. Он тут еще буквально 3 минуты он бы подлетел. С собаками бесполезно что-либо. Вон, вперед. Вот она тропинка. Тропинку оставили. Все, больше тут никто не ходит. Озеро Кока-Кола. Здесь тропинка лешего была. Вон туда ведет. Вон так. Хрен его знает. Кто тут ходил? Непонятно. Ну, тропинку оставили. Все. Ушли. Кто тут ходил? Тут совсем другое озеро. И я вижу, тут бобры лютуют. Вон все изгрызано, там тоже и тут. Здесь бобры, видать, живут где-то. Где-то нора должна быть. Вон там свежий этот дерево грызут. Видели? Вот это дерево свалят они прямо на озеро. Не могу понять. Сегодня вроде как не выходили. Но работает парнишка-то. Еще как работает. Надо бы палку какую-нибудь. Ой, блядь. Вообще жизнь тут. Дорога, конечно, блядь. Погода вроде обещает быть хорошим, выглядывает там солнце. Только что начало вставать, надо пушкой леса так
вспотел конкретно, из избушки выходил. Думал, будет прохладно. Хотел еще куртку демисезонную надеть. Хорошо, что не одел. Потому что сейчас, блин, ручьем течет пот. Ну и пеший поход это, считай, все время ты потеряешь. Не холодно. Если не так сильный ветер. Такой сильный ветер. Вот по такой болотине сейчас я буду идти. Примерно 2 километра от силы. Ну, чуть меньше, может. Но зато там какая-то надежда, может, будет. Если нет, так нет. Будем дальше искать. Хорошо. Честное слово, блин. Сейчас энергии у меня как у Тулона тоже. Хочется идти вперед, только несмотря ни на что. Когда у человека нету настроения, уже половину пути вот по такой дороге идешь и думаешь, куда я иду? Нахрена я вышел вообще в тайгу? Бывают у меня такие дни такие, без настроения, когда приедешь без боя и думаешь, зачем я сюда приехал? Вот так. Ну, в этом году здесь терпимо ходить. Бывает вообще там проваливаешься, да и все здесь заливает водой. Очень тяжело. В этом году более-менее. Были года еще суше этого. Вот сейчас я в болотных сапогах, надеюсь, видно, в болотных сапогах. Ну вот проваливаюсь где-то почти до колена. Были года, когда я в коротких сапогах здесь ходил. Нормально. Вот тогда легко идти. Ладненько, идем. Так и знал, что палкой тут у меня. Потому что я здесь сырое место перехожу с палкой в руках. И, видимо, обратно в избу уже другим путем пошел. Вон он. Палка-выручалка. Но сегодня здесь буду спускаться, думаю. Наконец-то дошли до бора соснового. Хорошая тайга. Посмотрим, как тут, есть ли птица. Подхожу к вырубке. Собаки собрались. Виляет хвостом, между прочим. Видели? Айда завиляла хвостом. Ладно, обойду вот тут. Круговую пойду. Не спеша. Ладно, пошли. Вон корщей. Тут уже нет, улетело.
лось тут, наверное. Давно уже тут был. Все высохло уже. Это, ребят, не побоюсь этого слова, это называется полный пиздец. Это самая главная вырубка, где я обычно всегда кого-либо вижу, кого-либо стреляю. Каждый год мне эта вырубка давала птицу. В этом году полный штиль. Ни одного взлета, ни одного подъема из-под собак, там где-то на дереве, чтобы кого-то увидеть. Ни одной ягоды нету, понимаете? Вообще, мне много раз писали, и я хочу ответить на ваш комментарий. Олег, так вот спрашивают, говорят, ягод нету, потому что люди сейчас комбайнами собирают. Знаете, сюда не ступает ни один ягодник, ни один человек сюда не ходит, где я здесь вот брожу. От этого ничего не зависит, потому что если природа не дает ягод, ягодники не виноваты. Здесь обычно красно тут. Очень вкусно, брусника тут растет. Очень-очень вкусно. Прям это место, именно вот вкусная брусника тут. Каждый год я наедаюсь этой брусникой. И уже лет 3, наверное, уже. Ягод все меньше и меньше, а в этом году вообще голяк. И в прошлом году, между прочим, такая же картина была. Ничего не было. Ягод, я имею в виду. И хотите сказать, что в этом виноват человек? Да вы очень сильно ошибаетесь. Оттуда все идет. Какой-нибудь осадок, вот, с дождем, еще какую-то вот хрень ветром несет сюда. И этот осадок выпадает и все сжигает. Все бесплодное. Сейчас ягоды, черники, брусники, клюквы. Вообще ничего нету. Потому что что-то с небес идет. Ну, я никак доказать это не могу. Потому что я в этом деле бессилен. Все равно будут со мной спорить, что виноваты там ягодники, все подряд собирают. Сюда люди не ходят. Так что с природой что-то творится. Вот вам и ответ.